Вайнер, автор спектакля «Три поросенка». Идет и по сей день. Спасибо огромное. Дорогие друзья, это было поздравление от театра «Кукол Океан», где уже, как я сказала, десятки лет идут пьесы Бориса Вайнера. Это новое приключение трех поросят, чье поздравление вы сейчас видели, да? Продолжение этой истории. У них появилась подружка Нюся, которая им помогает. Ну а сейчас к нам приехали гости, которые представляют наши, можно сказать, родные места, места силы. Это представители, как я уже сказала, Арского района, представители Альметьевска, не только Казани. Поэтому я с большим удовольствием хочу передать слово представителю, можно сказать, моего родного города Альметьевска, где я родилась, когда папа там жил и, можно сказать, тоже вместе с нефтяниками осваивал нефтяную целину 12 лет и написал там свой первый роман «Клад», который был экранизирован. Это была первая экранизация татарского романа в 1975 году, в котором, кстати, играют замечательные артисты нашего большого татарского театра МХАТа, Александр Филипенко и, скажем так, Марианна Вертинская и многие звезды нашего отечественного кино. Сейчас уже появились и другие экранизации, чему мы рады, и «Бибинур», и «Белые цветы», но это была самая первая экранизация. И она есть в фондах нашего кинематографа, есть на ютубе, можете посмотреть. Там есть замечательная совершенно музыка Софьи Губайдуллиной, композитор с мировым именем. И там вообще много таких запоминающихся ролей. Там такие актеры, как Влад Шамуков, Вера Минкина, Шелкан Пектимиров, и многие, Шарафеев и многие другие. И когда открывалась улица Гарифа Ахунова, Александр Филипенко, который играл главную роль Арслана в этом фильме, он приезжал на открытие этой улицы 4 июня, день памяти моего отца, 2008 года. И возле дома номер 10 мы посадили все вместе писатели татарские и руководство нашей республики город посадили рябину, которая уже выросла и превратилась в большое красивое дерево. И хочется еще сказать, что Борис Вайнер, он не только драматург, он не только поэт, он не только журналист, он еще и переводчик. И недавно увидела свет его книга «Полотенце в 7 цветов», где под одной обложкой 20 известных авторов нашей республики. И презентация этой книги, первая презентация была в Китап-клубе на улице Баумана, 19, тоже прошла очень успешно, очень душевно. Спасибо татарскому книжному издательству, изданию этой книги, художнику Фариде Харасовой и литературному редактору Анжеку Снудиновой, которые выпустили в свет вместе с переводчиком и составителем книги Борисом Вайнером эту замечательную книгу. Я надеюсь, она поступит во многие библиотеки нашего Татарстана. Презентация этой книги также была недавно в Центральной библиотеке Зеленодольска для юных читателей. Библиотекари подготовили хороший такой утренник настоящий, потому что Борис Григорьевич в первую очередь детский писатель. Вот приятно, что здесь тоже присутствуют дети. А сейчас мне хочется дать слово, поскольку я сказала, что он детский писатель, организация, с которой Борис Вайнер тоже сотрудничает уже долгие годы, это «Татар мультфильм». Мы его называем переводчик на детский язык. То есть мы ему даем какие-то материалы, он занимается редактурой очень много, и он именно переводчик на детский язык. То есть он делает все, чтобы это было детьми читаемо. И мы на нашей компании сделали очень маленький мультфильм на песню, то есть маленький музыкальный клип. Белее, чем молоко, с
глазами, как два фонаря. По тихому озеру важно плывет и говорит: кря! Она плывет в прозрачной воде и, углядев пескаря, долго еще наблюдает за ним и говорит: кря! Когда же Молли под ивой ждет, чтоб дать ей кусок сухаря, утка украдкой за Молли следит и говорит: кря! Потом, почистив о перья клюв, желтей желтизны янтаря, идет, переваливаясь домой, и говорит: кря! Сейчас студия Татармультфильм работает над очень интересными проектами творческими. И мы не первый год с ними сотрудничаем. Я надеюсь, что вы тоже не пройдете мимо. Вот в марте у них будет, например, премьера интересная. Но какая, я говорить не буду, чтобы не спойлерить, как говорится. Об этом вы узнаете позже. Будет показан, ну, мы надеемся, и снят полнометражный фильм, такой анимационный. Так что в нашей республике очень много талантливых детей. А сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену ребят из лицея номер 121. Певчий кот, у кого чужая семейка, у кого скворец живет, у кого-то канарейка, у кого-то певчий кот. Слух округи услаждает, он без дела не сидит, он поет, когда рыдает, он поет, когда мечтает. У хозяина под боком, у хозяйки на руках и дуэтом с певчим домом, у забора в лопухах. Из высокой гляди ветки чужакам через овраг и старушки домоседки. 2 часа за просто так, свету, сумраку и мраку, отвечает песню. Он поет, влезая в драку, и поет, когда влюблен. Он в подвале и на крыше настоящая звезда. Даже голуби и мыши подпевают иногда. Мини и Винни. Мини и Винни уснули в ракушке. Ласковой ночи, малышки-девчушки, в домике розовом и серебристом. Море вздыхает под сводом ребристым. Спите, пока темнота не растает. Эхо летит, у луны затихая. Звезды в ракушку летят сквозь ресницы. Что-то малюткам в их спаленке снится. Зяблик рассветный спорхнул со двора. Солнышко встало, и деткам пора. Встреча. Это было на рассвете. Повстречались Петя с Петей. Петя шел и шею удить, Петя шел коров будить. Повстречались у крылечка, перегнули, перекинулись словечком. Эй, привет, привет, сед, не проспали? Вроде нет, ну счастливо, и пошли неторопливо. Петя с удочкой в руке, Петя тезка налегке, Петя в кепке с козырьком, Петя с самым гребешком. Борис Вайнер, цикада. В тишине ночного сада громко цыкает цикада. На жужжащего жука, на сверчащего сверчка, на шуршащую мурашку, на молчащую букашку. Так расцикалась она, все округи не до сна. Просто нет с цикадой славы, кто бы цикнул на цикаду. Долг. Не слышал чуднее историй, хоть знаю в историях толк. В поселке у самого моря живет удивительный волк. Он зайца не видел ни разу, зато очень часто акул. Он плавает кролем и басом, а то бы 100 раз утонул. Он дружит с малышкой-мартышкой и носит фуражку. А хвост
у него из мальчишек, что бегают следом везде. Он курит старинную трубку и носит седые усы, приезжих катает на шлюпке до дальней песчаной косы. Не страшно на улице волка вдруг встретить ночную порой, ведь знают все дети в поселке, что он совершенно ручной. А как он рассказывать может мальчишкам под шелест волны о плаваниях дальних, похожих на яркие летние сны? Расскажет и смолкнет надолго, и в лунку посмотрит с тоской. Осталось добавить о волке, что он не лесной, а морской. Дорогие друзья, Борис Вайнер пишет не только стихи, но и песни. И вот вы по мультфильму уже заметили, да, на самых, не только на свои тексты, но и на любимых поэтов. Один из них Уолтер де ла Мэр. Кстати, он написал более 150 песен. Многие из них вошли в мюзиклы, театральные, можно сказать, в его спектакле. Иногда параллельно на его стихи пишут песни и другие композиторы. Он дружит с Григорием Гладковым, которого мы упоминали уже, с местными композиторами. И, скажем так, на просторах интернета можно найти многие-многие его песни, если хорошо поискать. Также почитать его тексты на страницах, например, сайта крупнейшего стихи.ру, проза.ру, бартеру и так далее. И, естественно, о нем информация из самых разных справочников, энциклопедиях, википедиях и так далее. Вы можете это проверить сами. Ссылок на него достаточно. И когда проводили вечер в Зеленодольске, библиотекари сказали, что мы взяли только его одну грань, детскую. Мы взрослые даже трогать не стали, потому что он начинал как журналист, многотиражки, писал фельетоны в отделе городского хозяйства «Вечерней Казани». И вот мне хотелось бы спросить, есть ли здесь журналисты-вечеркинцы? Есть, да. Вот, пожалуйста, Любовь Владимировна пришла. Агеева. У меня, к сожалению, не очень такое зрение хорошее. И очень приятно вот вспомнить его. Любовь Владимировна, скажите пару слов о начале его, можно сказать, пути журналистского, но и творческого, наверное, тоже, потому что эта газета, Гавриловская газета, дала стимул для многих литераторов, потому что Володя Расчетаев там вел литературную страницу, где мы все публиковались. И «Казанские ведомости», вот спасибо им большое, они тоже продолжают эту традицию сейчас. Все-таки более известен своим детским творчеством, своим музыкальным творчеством. Но что самое интересное, Борис очень высоко оценивает свою журналистскую деятельность. И когда мы готовили альманах, посвященный истории нашей газеты, он был одним из первых, кто написал воспоминания о том, как ему работалось в нашей редакции. И что самое интересное, я тогда из этих воспоминаний узнала много про него интересного. Оказалось, что он родился на Сахалине и с удовольствием вспоминал годы, проведенные в «Вечерней Казани». Работал он не в каком-либо там отделе, там, скажем, ну вот не у меня там в отделе культуры, а он работал в отделе городского хозяйства. И когда я работала над альманахом и изучала подшивки «Вечерней Казани», то я нашла его публикации по городскому хозяйству. Конечно, ему это не дюже нравилось, но он все равно этим занимался. У Гаврилова было не забалуешь, если тебе поручили что-то, то надо было делать. Но надо сказать, что уже в это время проявился талант Бориса. Его тогда знали как Борис Сулимов. Проявился талант юмориста. Он вел у нас рубрику «Сатиры и юмора». Очень часто публиковал там свои юморески, но, что очень важно, он приучил к Казани и казанским средствам массовой информации очень много авторов московских, питерских. Они у нас печатали свои произведения, и, в общем, это тоже был его такой очень серьезный вклад, значит, в развитие культурного пространства. Мне удалось узнать, как бы однажды, насколько знаменитым детским писателем
является Борис. Ну, когда я с ним общаюсь, мне все время приходит на ум слова одного из детских, если память меня не подводит, значит, то Михалкова, которого спросили, как надо писать для детей, и он сказал так же, как для взрослых, только лучше. Вот мне кажется, однажды мы уже были в таком состоянии, когда у нас как-то детская поэзия была в таком загоне, и потом, слава богу, вот нашлись такие авторы, как Борис, которые начали очень серьезно и одновременно очень весело, очень интересно работать для детей. Вот однажды я его пригласила, мы как раз тогда проводили, уже в «Казанских историях», мы проводили конкурс «Литературная Казань». И на подведение итогов я пригласила Бориса. Он пришел сам, пришел с своим устройством, которое ему аккомпанировал, он спел. И вот спел свою песню, он, слава богу, тогда он еще появлялся. И когда я сказала, я никому не говорила из детей, что будет Борис Вайнер, и когда я сказала, что сейчас перед вами выступит Борис Вайнер, вы бы представляли, какие возникли аплодисменты. То есть я знала вот таким вот образом, что, оказывается, все дети, которые вот победили в этом конкурсе, это были дети со всей республики, не только казанцы, там как раз меньше всего было казанцев. Они, оказывается, им это имя очень хорошо знакомо. Поэтому, ну, мы, естественно, дружим по жизни, как бы уже, ну, сколько, все коллеги в «Вечерней Казани», мы все до сих пор как бы в одной семье, поэтому Борис считает себя членом этой семьи, мы, естественно, тоже считаем его членом этой семьи. Так что Бориса с юбилеем, и дай Бог ему здоровья. Он каждый раз говорит, когда мне звонит, он говорит: Люба, я работаю. Вот дай Бог, чтобы ему как можно больше Бог отпустил этого времени, чтобы работать. Важная особенность Бориса Вайнера, он всегда в работе. Ну, можно сказать, круглосуточно в нем зреют образы. И вы знаете, он может по 50 раз переделать свои стихотворения. Вот он недавно писал огромный цикл детских стихов. И вы знаете, я ему говорю: ну давай, мне вот не терпится, они такие веселые, такие озорные, смешные, там, я не знаю, чудесные. Я говорю: давай порадуем, повесим. Он говорит: нет, я еще их не доработала. Я говорю: ну сколько можно? Они у тебя уже там, по-моему, там уже, ну, улучшать уже нечего, да, шлифовать нечего. Он говорит: нет, пусть полежат. Я, говорит, иногда могу 20 лет одно стихотворение шлифовать. Поэтому, знаете, вот его требовательность себя, она приносит, конечно, свои результаты. И его знают не только у нас в Татарстане, он и один из лучших переводчиков, причем он в Союзе писателей с 1985 года. Он и опытный редактор, и он долгие годы вел литературное объединение при одном из, можно сказать, производственных объединений нашего города. Его ученик стал знаменитым поэтом-песенником, который пишет песни для звезд нашей эстрады, многих. И вы знаете, поэты-песенники, если они пробиваются наверх, у них сразу такая повсеместная слава, да, а вот Борис Григорьевич, у него тоже много замечательных песен, и хорошо, что они вот звучат в просторах интернета, и композиторы проявляют к ним интерес, и театралы, и вот сегодня был театр «Кукла Киев», мы прошлый его юбилей отмечали именно там, в зале театра «Окия», который прошел очень хорошо, там показывали отрывки из его спектакля. И, ну, там, конечно, попросторнее было, слов нет, но сегодня тоже, я считаю, вот благодаря тому, что вы сегодня с нами, это показывает интерес такой неувядающее к его творчеству. И это правильно. И вот сейчас мне вот хотелось тоже дать слово, я не знаю, Дмитрий у нас еще здесь, нет? Да, Дмитрий Бекчентаев, с которым они долгие годы сотрудничают и вместе написали и поставили, вернее, поставил Дмитрий Бекчентаев с режиссером Аладдинским Евгением спектакль «Сон шарманщика», раз я о театральной его грани говорю. Давайте его поприветствуем. Борька совершенно такой фантастически откликающийся на все детское человек.
когда вдруг задумался спектакль «Сон шарманщика», и еще даже и названия такого не было. Просто была такая идея поставить со слепыми детьми спектакль, и я просто вообще не сомневался, кто может взяться за это, то есть кто может садаптировать любой материал под то, чтобы это сделали дети. И причем не просто дети, а дети очень особенные, дети, которые умеют играть на музыкальных инструментах, но никогда не участвовали в спектаклях. Буквально одно совещание, я как инициатор и продюсер этого всего дела, и в дальнейшем еще и композитор, и актер, единственный такой живой, здоровый актер в этом спектакле, все остальные, увы, дети слепые были. Режиссер Женя Аладинский и Боря, мы сели попить чайку, как я сейчас помню, даже в Туган-Аулом. Я им рассказал такую вот идею, они тут же откликнулись. Я говорю: Боря, вот я, кроме тебя, никого не вижу, кто мог написать сценарий вот по этой задумке. У меня даже фабулы нет, от чего плясать. Просто есть дети, есть музыкальные инструменты, есть возможность играть вживую, есть возможность передвигаться по школам специальным, где можно потом будет потрогать актеров и музыкальные инструменты. Так как Боря с Нелли уже 25 лет, да, вы сказали, ведете литературные студии, где занимаются люди с ОВЗ, то есть не очень им просто все в этой жизни дается, а литература — это один из источников, где можно открыть себя, где можно понять себя, где можно выразить себя, то я знал, что у Бори и у Нелли, конечно, есть понимание, что они могут и как к ним подходить, вот к этому, ко всему. Ну, я сразу прикинул, ну, может быть, месяца 2 на написание сценария. Я говорю: Боря, сколько нужно? Он говорит: ну, постараюсь за 2 недели. Может быть, за неделю. Через 2 недели уже был готов пилотный материал, с которым мы работали, перерабатывали, подтачивали его, подкраивали. И через 3 месяца премьера, спектакль. И это был, кажется, единственный спектакль среди огромного числа театральных работ, которые у Бори есть и в кукольном театре, и не только в кукольном театре. Единственный его спектакль, где играли дети с инвалидностью. Спасибо Боре большое за его талант, за то, что он смог садаптировать материал, вообще сочинить материал, где, ну, традиционный конфликт добра и бобра, ну и побеждают, разумеется, не деньги, а побеждает все, как у нас и положено: любовь, дружба. Ну, в общем-то, мы об этом-то знаем, поскольку мы воспитывались на хорошей литературе, а с гордостью могу сказать, что мои дети, которые сейчас уже состоявшиеся, они еще воспитывались на книжках Бори Вайнера, которую он нам дарил. И на самом ведущий я сначала им читал, потом они быстро научились читать сами, и я им приносил книжку, говорю: на, прочитай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, прочитала, спасибо. Про что? Про все прочитала. Про радугу, да. Про зонтик, да. А вот там вот про мышонка, да, и рассказывали сразу же. Так что у Бори все доходчиво для детей. Для взрослых не всегда. Спасибо Боре за то, что он есть. Многие ему годы творчества, много здоровья. И я надеюсь, что на 80-летие он придет к нам. Ну, если не станцует, то хотя бы споет. Привет, Борька. Бориса Вайнера книги 7 раз становились лучшими книгами. По результатам, можно сказать, конкурса Министерства культуры, Национальной библиотеки и Союза писателей 7, по-моему, не меньше раз его книги переводные, это говорит о многом. Это выбирали читатели, можно сказать, голосовали сердцем, своими руками, своими ногами. И как Рабит Батулла получает такой приз за лучшую книгу свою, он сказал: для меня эта премия очень много значит. Она для меня как Нобелевская. Это читатели выбрали мою книгу. И вот это тоже очень важно. Причем его и детские книги, и взрослые книги попадали в эту категорию. И хочется, чтобы вот эта традиция, она не прерывалась, потому что, ну, какие-то новые фестивали проявляются, но не надо забывать
вот такие интересные проекты многолетние. И сегодня мне, поскольку речь шла о переводах, он много лет сотрудничает с программой «Рухият» благотворительного фонда «Татнефть». И вот сегодня присутствует его представитель, художественный руководитель этого фонда Рамиль Миннулин. Давайте мы ему дадим слово. Попросим. Да. Мы 44-й год вместе, так что моя заслуга в этом месте. Добрый вечер, уважаемые читатели и почитатели творчества Бориса Григорьевича Вайнера. Я очень рад, что могу сегодня здесь присутствовать. Фонд «Рухият», тогда еще назывался, образовался еще в 97-м далеком, теперь мы в фонд «Татнефть». Вот с первых дней мы тесно сотрудничаем с Борисом Вайнером. Он у нас и много работ и редактировал, и лицензировал, и отлично хороший у нас переводчик, много альбомов мы выпускали совместно. Пару слов, какой он редактор, что мне нравится, он всегда ответственно подходит. Не надо его где-то искать, где-то ждать, где-то что-то делать. Он всегда все добросовестно сделает и никого не обижает, в то же время покажет, где какие недочеты. Особенно вот нравится лицензирование. Все стихи я, по-моему, только отдаю на лицензирование Борису Григорьевичу. Он тоже вот, здесь, так скажем, непредвзято относится, не боясь. Это в наше время сейчас очень боятся критиковать, там, кто независимо от звания, там, имеет, не имеет, он всегда скажет, вот, эти стихи никуда не годятся, эти нужны, и не обижая в то же время всегда вот укажет. Недавно женщина обратилась из Бугуны, она уже знала, что у нас она не будет издаваться. Борис Григорьевич первый сборник и рецензию написал. Она повторно еще 2 книги, зная, что не издается, но просто хотела услышать, скажем так, учителя, да, как над чем работать. Разбор полета. Да, вот. И вот Борис подробно все расписал, и автор остался очень довольным. И мы тоже как бы с нашей стороны стараемся не забывать. Борис Григорьевич у нас совместная премия Союза писателей имени Саджиды Сулеймановой. Он у нас обладатель премии этой. Недавно, наверное, уже издали книгу «Алмазная гора» для детей в авторском переводе. Вот. И сегодня я хочу поздравить от имени нашего руководства Мамина Рената Раучи и Флюры Магдана Шайхутдиновой благодарственное письмо за плодотворное многолетнее сотрудничество с фондом и реализацию проектов издательской деятельности. Прошу передать. Мы надеемся, время летит быстро, чтобы дал Бог здоровья Борису Вайнеру, и чтобы мы следующий юбилей встречали совместно.